Якутские легенды про призраки девушек. История первая. Призрак девушки возле поста ГАИ в Хангаласском районе. Многие из жителей республики слышали популярную страшную историю о девушке, которая пропала зимой в начале лихих 90-х. Девушка собиралась домой в Покровск из Якутска и пыталась остановить машину на выезде из города. Ее подобрала машина, и больше девушку никто не видел живой. Наутро ее обнаружили раздетой, избитой, изнасилованной и замерзшей насмерть у ныне заброшенного поста ГАИ, недалеко от села Тёхтюр Хангаласского района. Страшная легенда гласит, что девушку выбросили из машины в районе поста ГАИ. Несчастная, истерзанная девушка еле дошла туда. Стучалась, но сотрудники полиции крепко спали на втором этаже и не открыли дверь. С тех пор плачущий призрак этой девушки видели на Покровском тракте многие. Ходят слухи, что пост был закрыт как раз из-за того, что каждую ночь призрак стучался в двери. История вторая. Призрак девушки в Орта-Дайду. В мае 2015 года на берегу речки в местности Орта-Дайду в Хангаласском улусе насмерть замерзла юная девушка. Она была студенткой и училась в селе Актемцы. Вместе с однокурсниками в тот трагический день девушка отправилась в лес, чтобы отметить окончание выпускных экзаменов. В какой-то момент ей стало плохо, и она отошла от группы студентов. Девушка потеряла сознание и упала под дерево, где и замерзла. Однокурсники подумали, что она вернулась в село, и не стали ее искать. Теперь призрак девушки не дает покоя работникам Орта-Дайду. Как все знают, в этой местности расположено место для отдыха с беседками и кафе. Охранники, остающиеся на ночь сторожить эти объекты, жалуются, что девушка стучится и просит ее впустить, жалуясь на холод. Местные предприниматели приглашали и шаманов, и священников, которые совершали обряды очищения, но бесполезно. Призрак появляется, когда наступает весна и пропадает осенью. История третья. Призрак девушки в старом городе в Якутске. Однажды поздним вечером молодая женщина поссорилась со своим мужем. Муж избил ее, и девушка убежала из дома босая, в домашнем платье. Стояла поздняя осень. Тело погибшей женщины в старом городе обнаружили прохожие, когда утром шли на работу. Теперь поздними осенними вечерами в старом городе можно увидеть плачущую, босоногую девушку. Некоторые добавляют, что призрак чаще всего можно увидеть на отрезке от Вечного огня до Кружала. История четвертая. Призрак женщины на сопке любви. 31 декабря 1988 года в Якутске молодая женщина-юрист поехала в парикмахерскую, куда ее отвез друг на машине. Парикмахерская находилась в здании, в котором было много разных контор. Женщина при входе повздорила с вахтершей. Сделав прическу, чтобы больше не встречаться с вахтершей, она вышла через черный вход. Выходя по трагической случайности, женщина села в машину преступников, приняв их машину за автомобиль ее друга. Все это видела случайная свидетельница, которая курила в форточку окна. Свидетель была внимательной женщиной и запомнила номер машины. А несчастную женщину увезли на сопку любви, где, надругавшись, убили.
Преступников поймали благодаря свидетельнице. Один из них впоследствии сошел с ума. А призрак погибшей женщины часто видит на сопке любви. Последняя, пятая история – призраки девушек, замерзших в лесу в Алекминском районе. Эта жуткая история произошла совсем недавно, в тот же год, когда замерзла девушка в Хангаласском районе. 20 декабря 2015 года девушки встретились с молодыми людьми, которые были знакомыми одной из них. В ходе общения компания выехала на 2 автомашинах на отдых в охотничью избушку, расположенную в местности Узбес в 45 километрах от райцентра. В последующем девушки не пожелали оставаться ночевать в избушке и отправились пешком в сторону города Алекминск. Сотрудники полиции через сутки обнаружили их тело на территории заброшенной летней фермы. Девушки насмерть замерзли. С тех пор многие видели 2 девушек, которые ночью бредут по дороге и пытаются остановить машины. Всем махтал за просмотр. Пока Илдис Алдабын, Сатору Норм Видеотакса. Чё лайк не забудь и подписка.